В городе Покровске Хангаласского района молодой индивидуальный предприниматель Дмитрий Дьячковский при поддержке районного управления образования открыл частный детский сад. О том, сколько детей может принять дошкольное учреждение и в какую сумму обойдется детский сад для родителей, расскажет Виолетта Засимова. На первом этаже небольшого двухэтажного здания в центре Покровска распахнул свои двери частный детсад на 35 мест, куда могут принимать детей с 1 года. Конечно, он отличается от муниципальных детских садиков и больше направлен на присмотр и уход за детьми, нежели чем на всестороннее развитие ребенка, но тем не менее частично решает остро стоящую нынче проблему нехватки мест в дошкольных учреждениях. Очень много идей. Хотим воплотить все мечты, чтобы мечта стала реальностью. Возможно, будет уклон какими-то языками, развивающие группы. Дошкольные, вот скажем, есть дети, которые у них проблемы со счетом, буквами. Будем все это готовить. Ну, конечно, не сразу, сейчас просто присмотр. Начинание Дмитрия Дьячковского всецело поддержали Управление образования района и детские сады города Покровска. Помогли с мебелью, игрушками, подобрали воспитанников. У нас сейчас в очереди достаточно много детей стоит на учете, 236 детей. И сегодня, пока нет строительства нового детского садика, для нас эти частные садики – палочка-выручалочка. Поэтому мы всемирно поддерживаем открытие частных садов. То, что какую-то помощь, если нужно будет оказывать, методическую или что, конечно, мы будем оказывать всячески. Размер родительской платы варьируется от 3 до 7 тысяч, что ниже установившихся в республике расценок за пребывание в частном детском саду. Будь то частный или муниципальный детский сад, нормы и требования со стороны надзорных служб к ним одинаково жесткие. Таким образом, родители могут не беспокоиться о здоровье и безопасности своих чад, отдавая их в частные детские сады. Виолетта Засимова, Федор Тарасов, НВК «Саха», Хангаласский УЗ.